Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 3 сентября. Это у нас с вами будет среда. Смотреть будем на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки зодиака от Овна до Рыбок в одном видео. Посчитала также карту дня. Карта дня у нас с вами Аркан Мир. Прекрасная карта. Мы с вами складываем 3.09.2025. 3.9.225 получается 21. Значит, Аркан Мир. Что это может быть? Во-первых, это очень мирный, спокойный день. Да? Не должно быть чего-то прям такого ужасного. Это также, когда перед нами могут открываться какие-то новые горизонты, новые границы. Можно ставить точки в каких-то вопросах, например, там, увольняться в этот период. Хорошо, да, как бы завершать. Это завершение цикла большого. Поэтому тут вот в жизни человека может наступать какой-то такой важный переломный момент. Также это могут быть какие-то мировые события. Часто под влиянием Аркана Мир происходят события, которые касаются всех, да, жителей планеты Земля. То есть в одной точке что-то произошло, но оно как бы отразилось на всех, да, на всех же. Потому что мы-то все живем на одной планете, у нас-то у всех один дом, как ни крути. Да, пусть мы даже и по всему миру раскиданы, разбросаны. Поэтому тут все взаимосвязано. Так что если где-то вдруг что-то, то это могут другие на себе почувствовать под влиянием этого аркана. Ну, сейчас посмотрим. Начнем с Овнов. 3 сентября. 3 сентября, Овны. События дня. Так, сейчас, секундочку, мне надо только камешки достану. Угу. Есть дерево. Есть сердце. Кровать есть. Весы, кровать, весы. Корона. Колодец. Негативное событие. Так, ну и сейчас быстренько пробегусь, посмотрю. Периметр. О, были ножницы, не увидела, увидела дерево. Если вы первые ножницы увидели, тогда у вас проиграются они. Это решение вопроса. Так, значит, смотрите, что понаходила я. Я увидела дерево. Это приглашение. Вас куда-то могут пригласить в этот день. Кстати, может быть, куда-то далеко по карте Мир. Интимная связь, ну или там мысли, разговоры об этом. Сложный выбор, может быть, выбор, да, будет с этим связанный. Колебания, сомнения, выбор. Любовь, видите, тоже у вас выпала любовь. Корона – это общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Может быть, он вас и будет куда-то приглашать. И очень сильное разочарование, может быть, в этот день. Сильные переживания. Колодец. Глубокие такие, знаете. Поэтому вот из-за чего, не знаю. С выбором это связано, или с этим предложением, или это вообще связано, может быть, с другим человеком. Тут я вам не могу сказать, но могут быть переживания в этот день. Опять же, может быть, как я сказала, что-то произойдет в мире, например, в другой стране, не в вашей, и вы просто это примете близко к сердцу. Вполне может быть. Так, в общем, с вами все выяснили. Теперь смотрим дальше Тельцов. Тельцы, 3 сентября. 3 сентября, Тельцы, события дня. Первое событие — метла.
замок. Цепь нельзя. Чувствую, что тут что-то и не вижу, а тут оно просто рядом. Смотрите, два варианта. Дерево, либо письмо. Смотря, что вы увидели первым, когда я взяла эту карту. Я увидела, честно говоря, дерево первое. Если вы увидели письмо, это получение, там, например, сообщения, получение документа какого-то, может быть, в этот день. Два сердца. О, ключик есть. Ага, и есть еще чемодан. Так, свиток также есть по горизонтали. О, есть еще венок лавровый. Хорошо. Здесь нет. Значит, рассказываю, что вижу. Может быть небольшая ссора с кем-то, выяснение отношений, споры. Дальше. И смотрите, знаете, из-за чего может быть? Рядом выпадает тайна. Может быть, откроется какая-то информация, которую вы до этого не знали. Ну и по карте мир, кстати, часто это может происходить. Вот, может быть, из-за этого будет ссора. Дальше успех в делах у вас будет. День будет очень важным, ключевым, ключ. Возможно, для вас откроются, опять же, как я и говорила, по карте мир, новые горизонты, новые возможности, новые двери. Да, вот то, что до этого было закрыто, в этот день открывается. Любовь, приглашение, возможно, чемодан, временная разлука с кем-то, либо, наоборот, встреча после долгой разлуки и деловая встреча. Встреча, смотрите, успех, ключ, какая-то важная встреча. Но, возможно, эта встреча приведет к разлуке в том плане, допустим, что, допустим, вам сделать предложение, нужно куда-то ехать. Ну, опять же, это моя фантазия, давайте не будем, да, вот я стараюсь каждое событие называть отдельно, чтобы вас не путать. Поэтому тут оно может каждое проиграться в отдельности. Но в целом из минуса только ссора, ну и разлука. А так, опять же, ссора, ее можно избежать, если да, постараться и не реагировать. Так что все зависит от нашего поведения. Благодарю за внимание, тельцы. Переходим к близнецам. 3 сентября, близнецы, события дня. Покажите мне события для близнецов 3 сентября. Угу. Ножницы. Угу. Ножницы и конверт прям рядом выпали. Весы. Ой, перекрутила весы. Так, ну и смотрим с вами. Яблоко еще есть. Яблоко здесь нет. Нет, и здесь тоже не вижу. Получается 4 события. Первое. Ножницы. Это решение вопроса. В среду у вас может решиться вопрос, возможно, связанный с какими-то документами. Конверт. Письмо, бумага. Получение, да, то есть решается вопрос с каким-то получением. Есть сомнения, колебания, весы. Возможно, вы какой-то период будете сомневаться, ой, получится, не получится, дадут, не дадут, да, там получу. Нет, все должно быть, видите, карты показывают, что не переживайте, не сомневайтесь, не мучайте себя, все должно здесь получиться. И выпадают слезы.
яблоко. Но здесь опять же слезы бывают же и радости, понимаете, вот, например, если у нас все получилось, да, если мы там чего-то добивались и наконец-то результат, то это же слезы радости могут быть. Поэтому давайте будем думать, что это слезы радости у вас. Поэтому так. Ну, так как негативных событий нет. Можно, конечно, да, сказать, что есть какие-то сомнения, колебания, потом там неправильное решение сделано, да, здесь при этом выборе, и это слезы негатива. Ну, можно, тоже, конечно, можно, как вариант. Но будем надеяться, что это слезы радости от решения какого-то вопроса. Благодарю за внимание и перехожу я к ракам. Раки. 3 сентября. 3 сентября. Раки. События дня. Угу. У вас сразу же любовь, раки, выпадает, первое событие. О, и колодец. Слезы, любовь, слезы, еще и тут переживания. Угу. Конверт есть. О, еще пропустила лебедя. Ага. Тоже, видите, как мечи и лебедь. Лебедь — это верность, это какие-то такие личные отношения и скандал. А здесь любовь и... Ой, что я тут соединила? Положила сюда, надо было на яблоко, я рядом положила. А здесь любовь и слезы, а здесь верность и скандал. Представляете, как оно дублируется? Так, смотрим. Здесь у нас молния. Здесь нет, нет, нет. Нет, ну и вроде бы не вижу. Получается, что-то мне не нравится, тут у вас личная жизнь в среду, потому что выпадает любовь и слезы, и пара, и конфликт, скандал. Возможно, у вас в паре в этот день в отношениях будет, ну или опять же, если отношений нет, то возможно это человек, с которым у вас есть какая-то симпатия, есть чувство, любовь, тот, кого я люблю. Это может быть, в принципе, наверное, и ребенок, родитель. Ну тут, конечно, речь идет о горячей любви. Больше, да, в первую очередь. Поэтому, если у вас отношений нет, ну, может быть, у вас тогда эти события не проиграются. Может быть. Ну и плюс еще сам колодец выпадает, который показывает очень сильные переживания. Эмоциональные, сильные, со слезами будут. Дальше, значит, смотрите, что еще здесь выпало. Информация, новость. Новость в электронном виде. Это смс, это письмо на почту. И получение. Вы что-то можете получить. Но опять же, вот, может быть, получить эту информацию. Как вариант, может быть, эта информация станет причиной этого скандала, этой ссоры в паре. Ну, опять, это я придумала, да, то есть это я соединила все события вместе. Может быть, это вообще получение, там, не знаю, посылки, новости о работе, да, и какая-то там ссора дома с любимым человеком, понимаете, то есть оно уже может и отдельно проиграться. Ну, в общем, вот для вас предупреждение на этот день. Тут, видите, в паре выпадают такие очень негативные события, они дублируются. Так что постарайтесь избежать. Не выясняйте отношения, да, в этот день, в среду. Потому что это может закончиться просто скандалом. Не просто ссорой, а прям скандалом. Со слезами. Так, смотрим дальше. Дальше левушки идут. 3 сентября. Львы, события дня.
Левушки. Угу, сразу ножницы, первое событие. Угу, и победа. Ух, как у вас тут прям сочетание какое. Будильник. Замок. Знаете, как можно прочитать? Откроется тайна, потому что пришло время. Будильник. Угу, обман. Откроется какой-то обман. Кстати, вот по карте Мир очень часто то, что долго скрывалось, заканчивается, да, то есть заканчивается этот цикл этого обмана, и обман открывается. Поэтому вот если кто-то вас обманывал, или вы кого-то обманывали, может также может такое быть, что и вы маску на себя надевали, то вот эта карта показывает, что это откроется, эта тайна, она выйдет наружу, потому что время пришло. Хватит уже, да, цикл закончился. Машина. Угу. Еще метла есть. Обман, метла. Книга. Ох, у вас и денек. Что тут только нет. И цветочек. Вот это у вас день. И сейчас я еще посмотрю. Ага, и еще и здоровье тоже захватили. Ну, я думаю, что, скорее всего, в конце дня это просто будет усталость по черепу, да, вот ощущение будет, как будто вы выжаты как лимон, но ну и понятно, от такого количества событий. Во-первых, давайте начнем с хорошего, да, что хорошее выпало. Это победа и это решение вопроса, то есть это дела. Если мы берем социальную жизнь, дела. И плюс у вас еще выпала книга «Казенный дом». Ну, это у нас там налоговая, банк, суд и так далее. То есть тут, скорее всего, решится вопрос, и победа и для вас. Поездка еще может быть. Также из хорошего исполнения желания, из предупреждений. Открытие тайны, обман. Да, карта показывает, что маски сорваны, тайна открывается, ссора идет, выяснение отношений. И ну, время обычно, да, то есть это событие проигрывается как какая-то проблема со временем, допустим, там спешка, опоздание, там, и так далее. Или, допустим, на определенное время назначена там встреча, да, в казенном доме. Но у меня почему-то, да, вот первая мысль, которая была, это то, что просто пришло время открыться этой тайне, вот так я думаю. Ну и в конце вот эта болезнь будет, знаете, ощущение, как будто вот от вас осталось, да, только кожа и кости к вечеру от всех этих событий, от всего этого, да, вот карусели все. Поэтому вот я думаю, что это просто усталость будет. Ну, может быть, там головная боль или, допустим, там, не знаю, упало давление. Ну, то есть какие-то вот вопросы по здоровью могут возникнуть в этот день. Так что такие события, Левушки, у вас в среду. Благодарю за внимание и переходим к кому мы, кто у нас дальше, девы, да? Сейчас надо, я так складываю, чтобы не повторялись, стараюсь, по крайней мере. А то мне потом пишут, вот вы плохо мешаете, плохо складываете. Нет, я складываю так, что они не могут повторяться. 3 сентября, девы, события дня, среда. Как этот день пройдет для дев? Угу. Мешок сразу выпадает с деньгами. Девы у вас в среду. Смотрим дальше. Такое ощущение, что тут что-то есть. Угу. Подсвечник. Есть, да, роза. Тут просто чуть ниже.
Чувствую, что тут что-то есть. Нерешенный вопрос. Цепь. Дальше дерево. Угу. Расческа. К сожалению, расческа это выпала. Да и цепь тоже не самая приятная. Ну, здесь из приятного кровать. Так, смотрим, значит, нет. Нет. И здесь я тоже не вижу совпадений. Рассказываю, что у вас здесь выпало. Первое. Мешок с деньгами. Но это могут быть не только поступления, а еще и расходы, траты в этот день. То есть можете что-то покупать, оплачивать. Дальше. Надежда у вас на этот день есть. Надеетесь что-то, не знаю, там сделать, например. Есть приятная встреча, свидание, приглашение. Видите, приглашение, свидание. Дальше есть неприятность, это из негатива. Неприятность, нерешенный вопрос. Может быть, вы надеялись решить какой-то вопрос, но карта показывает, не получается в среду, ну никак. Да, может быть, это для вас и будет неприятность. Давайте искать... ой, далеко ножницы, далеко друг от друга. Возможно, этот вопрос решится еще не скоро. Так как видите, далековато ножницы. Но опять же, да, вот тоже, если что-то не получается, не расстраивайтесь. Всему свое время. Значит, время еще не пришло, не созрело еще. Да, как только созреет, вы сразу это получите, сразу все будет, да, вот как надо. Поэтому просто надо, да, набраться терпения и ждать. Так, ну и еще у вас выпала кровать. Ну, кровать это вообще, да, вот интимная связь. Автор, да, так скажем, закладывал такое значение. Но, как показывает практика, это может быть и просто, например, желание пораньше лечь спать вечером. Или это могут быть разговоры об этом, мысли, фильмы, да, то есть все, что крутится вокруг этой темы, скажем так. Ну и, в принципе, кровать, да, просто вот там добрались до кровати вечером, плюхнулись, да, и заснули, грубо говоря, 8 часов вечера тоже, и может и так проиграться. В общем, вот такая вот информация для вас. А может быть, свидание, да, закончится на кровати. Так тоже может проиграться. Благодарю за внимание. В общем, у вас тут, видите, везет в любви, не везет в делах. Вот такой у вас будет день в среду. Переходим дальше к весам. Сейчас будем смотреть, где весам будет вести, а где нет. 3 сентября. Весы, события дня. Поехали, смотрим весы. Что у вас за день? Угу, сразу же дом выпадает. Бокал. Возможно, дома какое-то событие будет. Что-то будете отмечать. Угу. Тайная встреча с бокалом. Конверт. Чемодан. Ну и давайте проверять горизонталь, вертикаль. Горизонталь нет. По вертикали есть замок. Ой. Замок здесь нет, нет, нет и нет. Значит, смотрим. Первое событие. Домашние дела в среду могут быть. Застолье. Ну, какое-то мероприятие такое, да, с бокалами.
И почему-то тайное свидание, то есть это как будто бы может быть в тайне. Допустим, вы кому-то можете не рассказать о том, что вы были на этом мероприятии. Посмотрите, тайная встреча. Тайная встреча, бокал, сам замок выпадает, тайна показывает что-то. Скрыли эту информацию, закрыли. Но проблема в том, что если выпадает замок, и сама карта, да, вот карта мира, она показывает открытие, да, вот как бы весь мир перед нами открыт. Да, нету никаких секретов в этот день. То здесь вот как раз, если вы собрались скрыть информацию и с кем-то в тайне встретиться, то человек об этом узнает, тайна откроется. Или если от вас хотели скрыть какую-то информацию и в тайне встретиться, то опять же вы об этом узнаете. Карта показывает. И видите, выпадает сообщение, информация, получение. То есть вы, скорее всего, получите какую-то информацию. Ну и еще выпадает чемодан, это временная разлука, расставание. В этот день, может быть, с кем-то. Так что такой интересный у вас день здесь. Вы можете получить какую-то информацию, которую до этого не знали. Она была секретной, тайной. А это всегда интересно, да, такой. Пусть даже это и, да, вот что-то такое бывает неприятное, но всегда лучше знать эту правду. Благодарю за внимание, весы, и переходим к скорпионам. Ой, скорпионы хотели убежать вместе с весами. Не убежите. Так, скорпионы, смотрим. 3 сентября, среда, события дня. 3 сентября. Угу. Лебедь, первое событие. Угу. Цепь. Есть и что-то нету. Такое ощущение, что как будто бы есть. Угу. Успех, любовь, 2 сердца. Сердце нельзя, 1 сердце. Так, есть еще удача. И давайте проверим с вами горизонтали, вертикали. Здесь есть, видите, господи, весы, говорю. Письмо есть. Письмо есть здесь. Корону нельзя, здесь нет и здесь нет. Потому что у меня было ощущение, что вот тут вот что-то как будто бы я пропустила. Скорее всего, это, наверное, письмо. Так, получается, первое – это любовь, верность. У вас все хорошо в этой личной жизни. Любовь и верность. У вас будет успех в делах, в работе. Может быть успех. Плюс еще выпала подкова, удача. Все будет складываться удачно для вас. Но есть и какой-то один вопрос, который не решается. То есть один вопрос решится очень удачно, успешно, а один не решится. Какой из них, да, вот как, сложно сказать. Но давайте еще посмотрим ножницы где. 1 половинка вот, да, прям рядом, но 2, видите, далеко. Вот этот вопрос решится не скоро. Но знаете, что интересно? Что рядом со 2 половинкой ножниц ложится сообщение. То есть, скорее всего, что придет какая-то или информация, или сообщение, или какой-то документ, который, возможно, будет указывать на то, что вот этот вопрос скоро решится. То есть, вы будете понимать, когда. Ну, могут, да, так события, скажем так, проиграться. Либо еще можно это событие прочитать как получение. В этот день я что-то получу. Ну, опять же, получу, возможно, вот как раз информацию по этому. А может быть, и благодаря удаче в том числе. Удача так проиграется, да, что тут вот хотя бы по этому вопросу хоть что-то станет понятно. А когда там
все это будет. Ну вот так в целом, видите, любовь хорошо, удача, плюс успех в каком-то деле. Одна такая, да, одна маленькая загвоздочка. Это эта цепь. Благодарю за внимание, Скорпионы. Переходим к Стрельцам. Стрельцы. 3 сентября, среда. Стрельцы, события дня. Угу. Ключ. Корабль нельзя. Корона. Ключ, корона. Так, ну вас тут сегодня не балуют событиями. Или я просто не вижу. И по горизонтали, вертикали тоже не нашла. А, не, есть вот одна рыба есть. Ну, такое себе. Рыба, лучше бы я ее и не увидела. Так, значит, получается 3 события. Первое, ключ. Показывает, что в этот день перед вами открываются новые двери и появляются новые возможности. Плюс еще у нас и карта мир. Да, то есть как бы расширяются ваши границы, расширяются ваши горизонты благодаря этому ключу. И корона – это общение с очень важным, влиятельным человеком. Возможно, этот человек для вас откроет какие-то новые двери, новые горизонты. Поэтому так. Но есть предупреждение: скользкое дело. Что это значит? Это значит, что вас могут втягивать в какую-то историю, ну, где потом вы можете быть жертвой, например. Ну, скользкие делишки, да, скажем так. Поэтому вам надо в этот день быть очень-очень осторожными, аккуратными, чтобы не попасться в чьи-то хитро расставленные сети. Поэтому видите, как тут опасно. Вроде бы с одной стороны надо остерегаться, опасаться, а с другой стороны надо не упустить возможность, да, по этому ключу. И как вот отделить, да, где опасность, а где наоборот возможности. Ну, по пасьянсу тут я вам ничего не скажу. В Ленорман, да, там или втором можно, например, там какие-то подробности по добытной карте открыть, посмотреть. А тут только остается догадываться. Так, хорошо. Будем смотреть дальше, что у козерогов. Козерожки. 3 сентября. Козероги. Угу. Первое событие — мешок с деньгами у вас. Нерешенный вопрос. Дерево. Угу. 2 меча. Якорь. Ну, у вас тут много предупреждений. Машина есть еще. Так, здесь нет, здесь есть еще месяц. И здесь не вижу.
Смотрите, значит, что получается. У вас могут быть какие-то финансовые в этот день поступления, расходы, покупки, то есть какие-то события, связанные с деньгами. И видите, выпадает Луна, месяц, то есть событие, которое имеет цикличность. Обычно это 30 дней в месяц. Так что, может быть, это, например, финансовые поступления 3 числа каждого месяца у вас. Или, наоборот, какие-то проплаты 3 числа. Вот я думаю, что могут вместе проиграться. Дальше приглашение у вас выпадает на этот день, дорога выпадает, якорь, прибытие и остановка. То есть где-то вы, видимо, проведете много времени, ну, там, куда вас приглашают. И 2 предупреждения. Это скандал, ссора, 2 меча, да, вот 2 разных мнения, и никто никому не уступает. И нерешенный вопрос, это тоже минус. И, кстати, вот я заметила, в этот день, вот смотрите, тоже далеко, да, половинки ножниц. То есть вот в этот день выпадает нерешенный вопрос и показывает, что решится он не скоро. Да, вот если, ну, часто бывает так, что показывают, что ну вот там на днях решится, да, там рядышком выпадают эти карты. А вот сегодня все, кому выпал нерешенный вопрос, мне показали, что и решение будет не скоро. И сейчас я поняла, знаете почему? Потому что новый цикл по миру идет, да, заход на новый цикл, то есть как будто бы не успели до этого момента решить этот вопрос, и снова, да, вот пошел вот этот вот как бы отсчет, как с нуля, как будто бы, и опять эта ситуация затягивается надолго. Поэтому тут вот видно, и решение мне показывает долго этого вопроса. Ну вот как-то так. Но есть и хорошее, да, вот хорошие события, это приглашение, поездка и что-то связанное с финансами. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям. Смотрим. Так, поехали, водолейчики. 3 сентября. События дня, водолеи. Сразу же рыба, скользкое дело. Сразу предупреждение для вас. Сундук — это хорошее событие. Сундучок. Чемодан. Ну, чемодан такой нейтральный. Не хорошее, не плохое. Конверт. Возможно, деньги поступят на карту, например, или через какой-то чек, может быть. Весы, весы, весы. Расческу нельзя, слава богу. Здесь нет. Дерево нельзя. И еще есть часы. Так, а теперь смотрим, значит, что выпало. Скользкое дело, сразу же вас события предупреждают о том, что вас могут втягивать какие-то схемы, махинации. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны и осторожны в этот день. И видите, выпадает колебание, сомнения. Вот у вас будет сомнение, да, вот какая-то чуйка, что-то будет подсказывать, но что-то не то. И вот это хорошо. Кстати, еще выпадает будильник. Будильник — это какая-то проблема со временем. Очень часто, когда идет скользкое дело, и нас пытаются, да, обмануть, втянуть куда-то, то тоже по времени нас всегда ограничивают. Говорят, давай быстрее, быстрее думай, там, быстрее делай. Поэтому тут вот как раз обратите внимание, если что-то будет связано со временем и будут какие-то сомнения, то это будет знаком того, что действительно это какая-то ловушка для вас. Такая подсказка. Из хорошего: деньги, финансовые поступления, получения, возможно, какие-то новости, связанные с финансами. И чемодан — временная разлука, расставание с кем-то. Тоже в этот день может быть.
Так что, ну вот из предупреждения это, конечно, рыба. Благодарю за внимание, близнецы. Переходим к рыбкам. Так, рыбы. 3 сентября. Рыбы, события дня. Так, поехали, смотрим. Угу. Кораблик вижу у вас, рыбки. Кровать. Подарок. Кровать, подарок. Удача. Может быть, вам удастся подольше поспать в среду. Удача. Может быть, даст работу, скажет, ну, позвонят, скажут, не приезжайте на 2 часа попозже. Бокал. Нерешенный вопрос. Ожидание. Карта показывает корабль. Приходится ждать еще долго решения этого вопроса. Угу. Также есть конверт. Два меча и корона. 2 меча и корона — это ссора, скандал с каким-то очень влиятельным человеком, возможно, по поводу какого-то документа. Вот 3 события можно вместе прочитать. Так, сейчас я посмотрю здесь еще. Маску нельзя соединить, шарики нельзя соединить. Ну, здесь нет. Получается, у вас в этот день, называю отдельно, потому что событий много, перемешивать не буду. Да, вот, даже вот эти буду называть отдельно. Хотя они могут вместе показать одно событие. Значит, у вас выпала интимная связь, это кровать. Ну, либо просто желание там подольше поспать, неохота вставать и так далее. Кровать, подарок. Удача, везение, застолье в этот день может быть, ожидание может быть, нерешенный вопрос может быть. Кстати, в вашем случае вопрос может решиться скоро, потому что половинки ножниц близко расположены друг к другу. Может быть даже, кстати, ну, вот буквально в ближайшие дни. То есть не перейдет, скорее всего, в вашем случае не перейдет на новый цикл. Да, вот этот вопрос. Дальше получение, ссора, выяснение отношений и общение с каким-то очень важным, влиятельным человеком. Корона. Да, ну, это всегда показывает его статус, положение в обществе, значимость и так далее. В общем, вот такой вот день. У вас тут и хорошие события, и предупреждения. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.